Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Айсан Николаев отправил правительство Якутии в отставку. Кабмин сложил полномочия после вступления в должность главы региона. Без газа остались 96 квартир дома 6/1 на улице Амосова. Ситуация не меняется на протяжении почти 4 месяцев. В чем же причина, разбирались наши корреспонденты. Стартовал республиканский конкурс «Учитель года». Участие принимают 30 педагогов из разных уголков Якутии, которые будут бороться за звание лучшего. Ознакомиться с продукцией техникумов и колледжей могли сегодня жители и гости Якутска. В рамках Дня среднего профессионального образования в торговых рядах «Кружала» состоялась выставка-ярмарка «Колледж Сейл. Сделано в СПО». В ближайшие 3 года частота полярных сияний повысится. Расскажем, почему северное сияние стало частым явлением и когда ждать следующее. Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсан Николаев, руководствуясь Конституцией республики. С 28 сентября члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина. В течение 2 недель Айсан Николаев внесет в республиканский парламент кандидатуры на должности председателя правительства и его заместителей, а также ряда ключевых министров. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла встреча школьников и студентов с героями России Александром Колесовым, Филиппом Евсеевым и Алексеем Неустроевым. Мероприятие прошло в рамках цикла уроков «Разговоры о важном» в целях познакомить молодежь с героями нашего времени. Ребятам рассказали о важности патриотизма, затронули темы фашизма, Великой Отечественной войны, поговорили о событиях, происходящих в Украине. Это очень интересно, потому что мы же не знаем, сидя здесь, что там происходит на самом деле. А они рассказывают, что там происходит, какие там трудности, опасности. Это важно, потому что я родился тут, я хочу защищать ее. Моя семья тут, мои родственники. Поэтому наш долг вырасти достойными гражданами Российской Федерации. Чем могут помочь обычные свечи из банок? Как оказалось, банки, картон и парафин создают действительно многофункциональное оборудование – блиндажные свечи. Делаются быстро, материалы доступные, а выполняют целых 3 функции – освещение, обогрев и приготовление пищи. Подробности в следующем сюжете. Управление государственного строительного и жилищного надзора республики в очередной раз приступило к оказанию помощи военнослужащим на территории специальной военной операции. Первый шаг – блиндажные свечи. Изготавливают их сотрудники в свободное от работы время. За 10 дней они успели сделать порядка 600 свечей. В прошлом году они отправили в зону специальной военной операции около 1000 штук и собираются не отстать в этом. Функционал тройной: освещение, обогрев и приготовление пищи. Мы очень рады поучаствовать в такой акции. Думаю, ребятам на передовой очень пригодятся эти свечи. В этом процессе успели поучаствовать многие. Банками обеспечили детские сады и школы со всей республики. Картон от коробок взяли из магазинов, а парафин отправил в фонд «Якутия с тобой». Картон нарезается полосками, утрамбовывается в банке, заливается парафином. И свеча готова. Хватает ее от 2 до 8 часов. Не дымит и греет так хорошо, что и одежду с обувью можно будет высушить. С каждого дела по 1, по 2 человека у нас обычно работают. Мы стараемся выделить такое количество сотрудников. Огромное спасибо всем, кто помогает нам в этом. Это детские садики, школы, которые отправляют нам пустые банки. В этом году они приходят к нам мытые, без зазубрин. Это очень хорошо, ускоряет нашу работу. Отправляют не только городские детские садики, но и со всей республики нам приходят. Уже мы завершили прием таких банок, потому что они поступили к нам в достаточном объеме. Кроме того, мы также получили помощь со стороны фонда «Якутия с тобой». Помощь предоставляется комплексная. Помимо всего перечисленного, участникам специальной военной операции отправляют заказанные ими вещи. Консервированная еда, уха, например. А служащие в медчастях получают посылки со всеми необходимыми медикаментами, инструментами, а также квадрокоптером для облегчения нахождения раненых. Также уже был заказан специальный материал, из которого сотрудники сошьют плащи. Марина Захарова, Илья Сыромятников, Якутск.
В республике продолжается работа по социальной реабилитации членов семей участников специальной военной операции. Так, в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с февраля прошли реабилитацию 133 человека, из них 85 детей. В рамках реабилитации специалисты проводят комплексную диагностику. После этого делается индивидуальный маршрут оздоровления. Дети со всеми другими детьми получают индивидуальные занятия, психологов, если надо, дефектологов, ну и другие воздействия. Также они участвуют во все мероприятия, которые проводятся у нас в центре. А взрослые, это вот в основном мамы приезжают, иногда дедушки, бабушки, это родители участников специальной военной операции. К ним назначаются успокоительные чаи, гидрованны, массажные кресла и, конечно, очень много сопровождает их психолог. В Якутске завершился республиканский конкурс по пошиву одежды «Тепло рук». По итогам данного соревнования были определены 6 призовых мест. Первое место за Амгинским районом, 2 вторых за Мегино-Кангаласским и Намским и 3 третьих места за Татинским, Чурапчинским и Хангаласским районами. Всего в конкурсе приняло участие 12 команд, около 90 человек из 11 различных районов республики. Тему продолжит Тимур Колмогоров. С утра в мастерской «Тепло рук» раздается стук швейной машины. Бабушки уже круглый год добровольно помогают защитникам Отечества, храбрым бойцам специальной военной операции. Также в этом году во второй раз решили провести республиканский конкурс. Команды участниц должны были пошить комплект одежды, состоящий из более 10 наименований. Им своими дельными советами помогли мастерицы швейного цеха «Тепло рук». В основном спрашивали, как капюшон шить. Ага. Ставки там ставят обязательно под шнурок. И чтоб объемный был, если тут от горловины чуть-чуть выше, я посоветовала, что от плечевого шва отпуститься 3 сантиметра и сделать зашивку. Всего за время конкурса было сшито 84 комплекта одежды для военных, участников специальной военной операции. В комплект входят нательное белье, дождевик, хлопчатобумажный костюм, тактическая рубашка, футболка и многое другое. Каждый комплект одежды тщательно проверялся. Материалы, нитки и оборудование для одежды предоставляли организаторы. Непрерывно с нами работают 6 филиалов наших, и эти филиалы нам дают до 50% нашей продукции. 1 октября у нас исполнится уже год, как мы начали работать, и за это время мы уже одели 1500 человек с ног до головы. Одежда, шитая с любовью, с верой на победу, защищает бойцов от вражеских пуль, поднимает боевой дух. Там, где проходят боевые действия, климатические условия нестабильны. То ветер, то слякоть, то солнце выглянет, то дождь пойдет. Поэтому, несмотря на короткое время, команда Амгинского района быстро и качественно выполнила свою работу. По итогам конкурса именно их экспертное жюри выбрало победителей. Победительнице вручается благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия. Мы все там, которые участвуем, да, у нас тоже вот мужья, да, братья, все вот участники тоже, да, всего, и мы тоже вот к этому как-то относимся, ну, вот, или слага, да, и наши парни тоже уезжают, и мы заказываем то, что мы сами шьем, им помогаем, и они все отсюда одеваются и тоже вот уезжают тоже. Команде Амгинского улуса, занявшей первое место, в качестве приза вручили швейную и оверлочную машинку. Оставшиеся команды тоже не остались без призов. Все сшитые комплекты одежды во время республиканского конкурса будут отправлены на фронт для дополнительного обеспечения и поддержания духа бойцов. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в республике выполнили почти на 60%. По региональной сети проводят работы на 33 объектах общей протяженностью почти 250 километров. На улично-дорожной сети Якутска ведут работы на 19 объектах протяженностью почти 30 километров. Всего в республике в этом году намерены обеспечить ввод более 270 километров дорог.
Без газа остались 96 квартир дома 6/1 на улице Амосова. Сколько бы ни было направлено писем, заявлений и жалоб, сколько ответов не было получено, ситуация не меняется на протяжении почти 4 месяцев. В чем же причина, узнаем в следующем сюжете. В ответе Министерства промышленности и геологии Республики на коллективное обращение жильцов сказано, что 20 июня 2023 года Сахатранснефтегаз приостановил подачу газа, поскольку Центральная аварийная диспетчерская служба не предоставила положительную диагностику. Пару месяцев шли разбирательства, жильцам передали, что документы все есть, без замечаний, были направлены, однако газ так и не вернули. Директор управляющей компании, когда было совещание, он сказал, что результат диагностики, он положительный. Просто документацию они должны были оформить, передать УГРС правильно. И на этом должны были бы решиться вопрос. Кому только не обращались жители дома 6/1. Список внушительный. А между тем волнение и недовольство растут с каждым перенаправлением обращения. Если у нас пенсионеры, как они оплачивают вот эти счета за электричество? Ведь это чайник надо, обед надо. Не будешь же все время по столовым ходить, так сказать, и никто не будет ходить. Поэтому поражает отношение, конечно, нашей управы, нашей компании и, естественно, газовиков к нуждам населения. Мы договорились с начальником службы технического обслуживания газового оборудования УГРС, чтобы узнать причины приостановки подачи газа и возможных путях разрешения данного вопроса. В ходе встречи стало известно, что, исходя из полученных документов, техническое диагностирование было выполнено лишь на 59%, что не соответствует требованиям безопасности. По всей России происходят взрывы. Вот недавно тоже в Подмосковье был взрыв. В связи с этим мы будем настаивать, чтобы 100% обходили. Мы не допустим подключения газа без 100% уверенности, что жильцам ничего не угрожает, что внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование обеспечится полная безопасность. К сожалению, от УГРС в данной ситуации мало что зависит. Без проведенных обязательных мероприятий восстановить подачу газа они не могут. Мы сами себе не можем выдавать заключение положительное или отрицательное и так далее. Поэтому эти организации сторонние привлекаются для выявления более качественного анализа. Жители сами выбирают компании, что будут проводить диагностику, и выбор их в основном падает на наиболее дешевые варианты. Дом 6/1 обслуживается московской компанией, соответственно, специалисты посещают Якутск лишь на пару дней по причине отсутствия некоторых жильцов, диагностика проводится частично. Теперь управляющей компании нужно вызвать их повторно и обзвонить всех жильцов, чтобы в день диагностики был полный доступ к газовому оборудованию внутри квартир. Или, как вариант, заключить договор с местными организациями, у которых будет возможность наносить визит в течение продолжительного времени. Также известно, что направленные в управляющую компанию предупреждения о подключении газа по неизвестной причине не были донесены до дома 6/1. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Стартовал республиканский конкурс «Учитель года», приуроченный к году педагога и наставника. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в креативном кластере «Квартал труда». Всего участвуют 30 педагогов и наставников из разных уголков Якутии, которые будут бороться за звание лучшего учителя республики. В этом году конкурс пройдет в 2 этапа. Каждый из них состоит из 3 испытаний. Значимость таких конкурсов велика. Во-первых, для молодых это возможность повысить свой уровень. И для, в принципе, возрастных учителей тоже, да. Потому что учитель, каждодневная работа – это рутина, да. А это возможность показать, сможешь ли ты прыгнуть выше своей головы. Особенно, когда ты знаешь, что у тебя 30 лет педстажа, и ты, в принципе, это не ошибка молодого учителя, и твои ошибки будут рассмотрены совершенно под другим углом зрения, да. Это очень ответственно. Ну а в рамках Дня среднего профессионального образования в торговых рядах «Кружала» состоялась выставка-ярмарка «Колледж Сейл», сделана в СПО. Принимают участие студенты и преподаватели средних профессиональных общеобразовательных учреждений. Какая продукция там представлена, узнаем в следующем материале. Ярмарка «Колледж Сейл» в таком масштабе проводится впервые. Средние профессиональные образовательные организации представили на выставке свои работы. Одни проводили мастер-классы, другие выставили на продажу изделия, которые изготовили своими руками. Также на выставке были представлены продукты питания, мясные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, которые изготовили сами студенты. Посетители также познакомились с колледжами, техникумами и оценили качество их подготовки.
очень важно, что в этом году нам удалось на площадке Кружала провести, организовать выставку-ярмарку товаров и услуг наших колледжей и техникумов. Это, соответственно, представляют те учебно-производственные цеха, мастерские, которые работают на базе наших учреждений. То есть то, что производится реально студентами и сотрудниками. Здесь представлены более 10 учреждений Центральной Якутии. Это в основном 3 долины. Наша Туймада, да, и 2 долины, Северная и Южная. То есть здесь представлены учреждения из Хангаласского и Намского улусов. Также для школьников и взрослых прошли профориентационные мероприятия. Посетители ярмарки, желающие поступить в учебные организации, получили информацию о порядке поступления, а также люди разного возраста попробовали себя в той или иной профессии. Колледж связи и информационных технологий обучают будущих айтишников. На ярмарке они представили несколько направлений – 3D-моделирование, беспилотные летательные аппараты и аддитивное производство. Это такой процесс, который подразумевает собой изготовление объекта путем наслаивания посредством специального принтера. У нас тут представлено 3D-моделирование компьютерных игр. И вот как раз наш студент делает в режиме онлайн модель персонажа, соответственно, как вы видите на экране. И соответственно, он уже рисует весь комплекс, начиная с головы и заканчивая все тело, да, получается. Потом уже данную модель мы можем уже направить нашим коллегам аддитивного производства, и они могут уже сразу на месте распечатать. Данное направление очень востребовано по всему миру. Кроме того, на ярмарке для гостей организованы интересные мастер-классы по макияжу, парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и по изготовлению разнообразной продукции. Студенты медицинского колледжа провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. Объясняют все наглядно, начиная с проведения сердечно-легочного массажа, заканчивая перевязкой открытой раны. Мы показываем это наглядным способом. Есть, да, вот такие вот у нас брошюры. Это у нас макеты, да, которые показывают, какие у нас бывают травмы. Это говорит о том, что у человека тяжелая черепно-мозговая травма. Это, допустим, рука, и здесь видно, что ампутация у нас травматическая, да, с кровотечением. А вот это воротник шанса у нас. Меняем при повреждениях позвоночника и шеи, для того, чтобы зафиксировать шею, чтобы в дальнейшем при транспортировке пациент не травмировался. На выставке студенты колледжа креативных индустрий продемонстрировали свою коллекцию «Лики времени», которую шили сами. Для создания праздничной атмосферы на ярмарке была подготовлена концертная программа, которая радовала посетителей ярмарки. Эта выставка стала отличной возможностью не только для покупок, но и для получения массы положительных эмоций. А также посетившие ярмарку поддержали талантливых педагогов и студентов колледжей, техникумов нашей республики. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. В музее Мамонта появился новый экспонат. Это чучело краснокнижного белого медведя. Год назад хищник забрел в поселок Русское Устье в Алайховском районе и напал на собаку. Местные жители, решив, что медведь представляет опасность для людей, вынуждены были застрелить хищника. Узнав про этот случай, сотрудники музея Мамонта обратились с письмом с просьбой передать им череп и шкуру животного. После изучения было выявлено, что эта молодая особь до 4 лет сильно истощена и поражена трихинеллезом. Теперь чучело медведя займет свое место в постоянной экспозиции музея. Фрагменты мягких тканей, фрагменты костных тканей, они в будущем будут исследоваться в проекте по возможной гибридизации белых и бурых медведей у нас в Якутии, потому что известны случаи, когда в природе белые медведи из-за изменения климата, уменьшения количества льда стали приходить на материк и встречаться с бурыми медведями, давать плодовитое потомство и сейчас существовать. В этом месяце якутяне часто наблюдали северное сияние даже в центральных районах республики. Красивое природное свечение возникло и над столицей Якутии. С чем это связано, как долго продлится активность, а также о природе оптического явления узнавала Марферина Алексеева. Эффектное оптическое природное явление радует якутян вот уже несколько раз за последние 2 недели. Примечательно, что жители запечатлели его в таких районах, в которых ранее такое красочное сияние наблюдалось крайне редко. Последний раз подобное свечение было в 2014 году. Как объяснил эксперт, это связано с большой активностью выброса солнечного вещества в открытый космос. Подобная солнечная активность происходит примерно каждые 11 лет. Происходит выброс плазмы около межпланетное пространство.
Ну, это вот составляющие, который состоит из протонов, электронов и так далее. И вот они попадают на магнитное поле Земли, вызывают его сжатие, магнитную бурю, которые ведь именно вот эти частицы, в свою очередь, попадая в магнитное поле Земли, при взаимодействии с частицами атмосферы вызывает их свечение в виде полярных сияний. Чем чаще, сильнее интенсивность этих магнитных бурь, тем более южные регионы охватывают вот эти полярные сияния. В зависимости от того, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер, такой цвет и приобретает сияние. Например, кислород светится красным и зеленым, азот – синим и фиолетовым. Сияние образуется чаще всего на высоте около 100-150 километров. Завораживающее природное явление мечтают увидеть многие туристы и фотографы. Однако время от времени возникают разговоры о том, что наблюдение за северным сиянием опасно для здоровья. Мнение по этому поводу у экспертов разделяется. Сейчас считается, что не влияет никак на здоровье и на состояние вообще человека. Да? Но в свое время вот советские ученые выяснили, что северное сияние негативно влияет на людей с психическими заболеваниями. Они экспериментально выяснили, что некоторые формы северного сияния частота совпадает с ритмами работы человеческого мозга. И это вызывает, естественно, нарушение в его работе. Наблюдается обострение, как описывает, как эпилепсия. И у некоторых испытуемых возникали головные боли. И во время магнитных бурь, это уже доказано, смертность от инсульта повышается на 19%. Для людей, чувствительных на магнитные бури, эксперты советуют контролировать артериальное давление, пить больше воды и оградить себя от стрессовых ситуаций. Начиная с этого года и на протяжении предстоящих 3 лет частота северных сияний увеличится. И если вы планируете лицезреть это зрелищное явление, лучше наблюдать за ним в промежутке от 21 часа до 3 ночи и вдали от городских огней. Также можно заранее отслеживать солнечную активность на специализированных сайтах с прогнозами. Марфирина Алексеева, Виктор Дьячковский, Якутск. В пресс-центре Саха-Медиа состоялась пресс-конференция по предстоящему фестивалю «Махтал», который организован в рамках юбилейной программы Высшей школы музыки. Фестиваль стартует 23 октября в Якутске и продолжится в Иркутске, Улан-Удэ, а завершится 8 ноября в Улан-Баторе. Всего в мероприятии примут участие 109 музыкантов. Это солисты, детский духовой и симфонический оркестры Высшей школы музыки, государственный ансамбль скрипачей. В рамках фестиваля запланированы лекции ведущих якутских композиторов, мастер-классы и концерты. В музыкальную программу вошли не только мировые шедевры, но и произведения якутских композиторов. У нас новый репертуар, стараемся включить больше якутских композиторов, чтобы показать нашу родину, нашу музыку. Из якутских композиторов мы играем произведения Малышева, его попурри, его марши, и играем якутскую сюиту, играем танец с чаронами Берестова. Много чего интересного. Фестиваль «Махтал» в первую очередь носит миссию, чтобы наши дети участвовали в гастрольной деятельности, потому что это очень важный фактор для становления именно профессионального музыканта. В Ленске, в центре города, появилась еще одна детская игровая площадка. За последний месяц это второй спортивный объект. Недавно подобная площадка была установлена в микрорайоне Найдах. Подробности далее. Современная спортивная детская площадка была подарена ленским ребятишкам предприятием «Транснефть Восток». Компания постоянно реализует благотворительные проекты на благо жителей района, где осуществляет свою деятельность. Новый спортивный объект появился по улице Первомайская, 28, в центре города, где несколько лет назад был возведен новый жилой комплекс. Зон для развлечений детворы здесь совсем не было. Здесь жители близлежащих домов ставили свои автомобили. Вот здесь была большая-большая лужа. Но сейчас мы, конечно, очень рады около дома иметь такую площадку. Было бы вообще замечательно, если бы засыпали песок в песочницу, потому что дети, играют без песка. А так нам здесь очень нравится, очень безопасное, красивое место. Сюда приятно приходить. Очень немаловажно, что площадка оборудована урнами для мусора.
Рады родители, еще больше рады дети. Площадка, появившаяся несколько дней назад, теперь не бывает пустой. Здесь развлекается не только местная детвора, но не могут пройти мимо ребятишки, возвращающиеся домой из детских садов. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы побольше таких площадок делали бы для детей, чтобы дети могли играть, чтобы где-то развивались они. В день нашей съемки на площадке было, мягко сказать, многолюдно. Счастливые лица, детский смех. Кто-то катался с горки, кто-то качался на качелях. Раз, два, полетели! Мальчишки постарше проверяли свои силы на уличных тренажерах. И никто не хотел уходить. Благо, день выдался теплый. Я люблю кататься на горке, и кататься на качелях и лазить. Я всегда сюда буду ходить. Тут много детей гуляют. Вот мы давно это еще было, когда ее построили. Мы играли, а к нам уже все присоединились, даже старшики. Новая площадка стала одной из лучших в городе. Игровой городок, аттракционы, мягкое покрытие, лавочки и даже урны здесь есть. В ближайшее время будет облагорожена и территория вокруг. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.